Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня будет программа посвящена мужскому здоровью. В рамках реализации программы мужского здоровья с 1 ноября по 30 ноября 2017 года была реализована программа «Месячник мужского здоровья» по Чувашской республике. Проведено было анкетирование мужского населения в возрасте от 35 до 65 лет. Данная анкета позволяет ответить на определенное количество вопросов. Если положительных ответов будет на данный вопрос больше 4, данный человек должен быть направлен на анкетирование и обследование дальше у уролога по месте жительства. В нашем канале было проведено анкетирование и выявлено более 75 человек. В данной анкете пациент должен был ответить на ряд вопросов. Данные вопросы можно прочитать. Ваш возраст старше 45 лет. Можно ответить «да» или «нет». Обычно отвечает «нет». Были ли в вашей семье случаи онкологического заболевания предстательной железы? Ответ «да» или «нет». Имеете ли вы избыточную массу? Да или нет. Курите ли вы? Да или нет. Беспокоит вас ночное или дневное мочеиспускание? Да или нет. Беспокоит ли вас часто ночное мочеиспускание? То же самое. Возникает ли у вас боль при мочеиспускании? Возникает ли у вас чувство дискомфорта при мочеиспускании? Мы сделали выводы, что пациент у нас в возрасте больше 45 лет. Чаще всего будет учащенное мочеиспускание. Задержка мочи бывает иногда в нетрах. Ночное мочеиспускание часто бывает. Это называется ноктурия. Часто всего бывает, что люди, которые провели анкетирование, не обследовались у уролога. При диагностике было выявлено из 75 обследованных, анкетированных пациентов уролога, 15 заболеваний с положительным знаком, выявлены с аденомом простаты. Впервые выявлено было 2 человека с мочекаменной болезнью, киста почки, киста придатка яичка, и еще один был с камнем мочевого пузыря. Было направлено в Центр мужского здоровья 4 человека. 2 человека было направлено в республиканскую больницу. 2 человека были прооперированы. Также было выявлено в ходе анкетирования и дообследования уролога 4 человека с подозрением на онкологическое заболевание. У нас имеется Центр мужского здоровья ГКБ номер 1. Мы рекомендуем данных пациентов, которые были направлены, обследоваться и получить биопсию предстательной железы. Также те лица, которые были выявлены с подозрением на злокачественное образование, были консультированы у уролога или направлены в республиканский клинический онкодиспансер. 2 человека из них были прооперированы. Один с подозрением на рак предстательной железы, другой с опухолью почки. В рамках реализации программы мы сделали выводы, что необходимо провести дальнейшие исследования и провести исследования пациентов в возрасте от 25 до 65 лет. Данное мужское здоровье предусматривает провести скрининговые исследования, проведение общих анализов крови, мочи, РВ, клинические биохимические исследования, УЗИ простаты, УЗИ других органов мочевыделительной системы. Мы направляем данных пациентов на общий анализ крови, мочи, биохимические исследования, кровь на ПСА, УЗИ простаты и других половых органов. Допустим, если исследование предусматривает исследование пациента на онкозаболевание, мы направляем консультацию для проведения биопсии в онкодиспансер. Или направляем данных пациентов в Центр мужского здоровья ГКБ номер 1, где проводится также биопсия простаты. Дальше изменения, которые возникают у человека, мы рассматриваем таким образом. Если пациент страдает эректильной дисфункцией, мы обследуем человека на гормоны, половые гормоны. Допустим, если исследование предусматривает наблюдение человека по поводу заболевания хронический простатит, мы данного пациента направляем на различные биохимические исследования. Мазки, мазок, секрет простаты и на гормоны опять же. Если мы рассматриваем вопрос обследования пациента в рамках аденома простаты, мы направляем данного пациента на биохимические исследования, общий анализ крови, мочи, УЗИ простаты, функциональное нарушение или урофлометрии в ГКБ номер 1. Если мы имеем в виду другие заболевания мочевыделительной системы, допустим, мочекаменную болезнь, камни мочевого пузыря, камни почек, камни мочеточников,
или хронические простудные факторы, будь то хронический простатит, хронический пилонефрит, мы направляем данных пациентов на мазок из уретры, допустим, на биохимический посев мочевой микрофлоры. И также в связи с этим мы вводим реестр данных пациентов. Их обследуем по поводу аденома простаты и исключить злокачественное образование предстательной железы. Орган, отвечающий за функциональную, репродуктивную и сексуальную функцию организма мужского, является простата. Простата располагается в глубине малого таза, размером, как величина грецкий орех или каштан, говорят, под мочевым пузырем, выполняет репродуктивную функцию, то есть вырабатывает секрет, который участвует в улучшении подвижности сперматозоидов, в возможности оплодотворения. Даже участвует в обмене половых гормонов, сам участвует в сексуальной функции мужчины. Простата подвержена различным воспалительным процессам, типа простатита или возрастные изменения, возникающие, которые после 50 лет, это аденом простаты. Или случай злокачественного перерождения ткани простаты, рак простаты. На прием к урологу обращается мужчина с заболеванием простаты. Хронический простатит и аденом простаты. Мы проводим исследования и выявляем патологию. В данном случае проводим ПСА, проведение выявления онкологических заболеваний или отсутствия онкозаболевания, и проводим УЗИ или ультра-УЗИ простаты. Чаще всего обращаются с проблемой мочеиспускания и половой функции. При обследовании мы находим, что изменения возникают в результате хронического простатита или аденома простаты. Все жалобы, которые характерны для данного заболевания, это затрудненное, прерывистое, учащенное мочеиспускание, задержка мочи иногда бывает в некоторых случаях, ночное мочеиспускание, нарушение половой функции, отсутствие оргазма, допустим, какие-то выделения при хроническом простатите. Моча в этом случае бывает прозрачная или мутная. При обследовании, при ректальном исследовании предстательной железы мы находим патологические очаги, именно увеличение или размягчение простаты, уплотнение, участки уплотнения предстательной железы, сглаженность междолевой бороздки. Контуры обычно бывают ровные. При раке простаты мы находим патологические очаги на фоне нормальной простаты, уплотнение участка, асимметрии ткани простаты. В этом случае и по любому случаю мы направляем пациента в возрасте после 45 лет кровь на ПСА. Трансректальное исследование УЗИ простаты мы позволяет определить очаги уплотнения, размягчения, кальцинат какие-нибудь. И мы с этим обследуем, дальше посмотрим, направите человека к онкологу или не направите. Лечение заболеваний предстательной железы при наличии воспалительного процесса, антибиотикотерапия, допустим, назначаем противовоспалительное лечение, ОВЧ, массаж простаты, снятие шлакопотек с предстательной железы. При возникновении рака простаты мы направляем пациента для проведения оперативного лечения или консервативного лечения в онкодиспансер. Здесь проводится дальнейшее исследование взятия биопсии простаты, где выявляется патологические изменения, подтверждающие злокачественный процесс. Примерно до 2000 года мы обычно своим пациентам рекомендовали медикаментозное лечение. Если при раке простаты раньше проводили хирургическое лечение, то сейчас возможно медикаментозное или оперативное лечение, или проведение лучевой терапии. На сегодняшний день мы видим, что эффект от консервативного лечения достаточно хорош. Раньше примерно проводили, допустим, кастрация, удаление яичек, то есть у мужчин. В этом случае мы провели ингентализацию. Пациент на данном этапе, в современную эпоху, проводится антиандрогенное лечение, то есть так называемая гормональная кастрация. В рамках дальнейшей реализации программы мужского здоровья приглашаем вас на прием к участковому терапевту, врача общей практики, для проведения анкетирования, провести исследования, общий анализ крови, мочи, биохимические исследования, возможность направления к урологу, на прием к урологу. Значит, здесь мы проводим дополнительное обследование, кровь на ПСА, простат-специфический антиген, УЗИ или ультра-УЗИ простаты, УЗИ внутренних органов. Также проводим дальнейшую диагностику и проводим лечение. При необходимости направляем на консультацию в мужское здоровье центр, город Чебоксар, ГКБ номер 1 или в онкодиспансер. Уважаемые телезрители, ждем вас на приеме у нас в кабинете, на кабинете у врача общей практики. До свидания, до скорой встречи.